торжественные слова и особо тепло поздравить и поблагодарить ветеранов. Сейчас на эту сцену с поздравлением выйдет депутат Европейского парламента, лидер Социалистической партии Латвии Альфред Рубикс. Esat sveicināti, cienījamie veterāni, Lielā Tēvijas kara un Otrā pasaules kara uzvarētāji. Jums ir gods un tiesības lepoties ar to, ko jūs paveicāt, ko paveica jūsu paudze. Šodien daudzi vāvuļo un spriedelē, ka Padomju Savienība nebija gatava karam no vienas puses, no otras puses, ka Staļins esot gatavojies karam. Neticiet tiem muldoņām. Patiesība var būt katram sava, bet īstenība ir tikai viena. Un īstenība ir tā, ka hitleriskās Vācijas Wehrmachts, viņa varanā tolaik labākā armija pasaulē, negaidīti laužot draudzības un sadarbības līgumu, uzbruka naktī uz rīta pusi Padomju Savienībai, lielā frontē, un cerēja, ka viņa ar blitzkrīgu, jeb momentālo karu uzvarēs. Neuzvarēja. Un lai šīs dienas angažētie vēsturnieki domā un spriež, ko viņi grib, viņam ir tādas tiesības. Bet patiesība ir tā, ka lielo svēto karu savas tēvijas aizstāvēšanā pret nacistiskajiem iebrucējiem, pret Vācijas hitleriskās un tās satelītiem, grūtā, asiņainā, milzīgiem upuriem sētā kaujā, sētā karā uzvarēja padomju karavīrs. Kad fašisti gatavoja uzbrukumu Padomju Savienībai, tad viņi cerēja, ka tautas sašķelsies un sacelsies pret padomju varu. Tas nenotika. Tautas saliedējās un uzvarēja. Uzvarēja ne tikai tas, ka tautas saliedējās, uzvarēja arī tas fakts, ka socialistiskā iekārta izrādījās spējīgāka par kapitalistisko tajos apstākļos. Katrs no jūs esiet devis lielu ieguldījumu. Lepojieties ar to, neklanāties nevienam, lai cik ar grūti jums neietu. Es jūs apsveicu šajā uzvaras dienā, uzvaras svētkos, novēlu vēl daudz spēka kaulos, labu veselību un pēc iespējas labāko dzīvi tuvākā un tālākā nākotnē. Уважаемые ветераны, дорогие гости города Риги и Латвии, я от всей души вас поздравляю с Днем Победы. Это великая победа. Никакие доморощенные историки не могут ее ни переписать, ни зачеркнуть. Эта победа оплачена десятками миллионов жертв. Эта победа оплачена огромным патриотизмом со стороны всех советских людей. Поэтому Гитлер просчитался, когда думал, что сможет победить при помощи самих людей изнутри Советского Союза, которые между собой передерутся, не передрались. Победили мы не кого-нибудь, а самую сильную в то время, самую хорошо вооруженную, обученную германскую армию гитлеровского фашизма. И этим мы имеем право гордиться. Сегодня напрасно рассуждать, сколько было жертв, можно было по-другому или не по-другому. Победили той ценой, которую заплатили, и за это мы вправе радоваться. Поскольку я работаю в Европейском парламенте, то я сказал, что сегодня на митинге в Риге получу слово, буду выступать. Мои коллеги из фракции левых сил просили передать привет
всем ветеранам Великой Отечественной войны. Напрасны всякие рассуждения, когда праздновать 8-го, 9-го, да празднуйте хоть 29-го, но празднуйте, господа! Только благодаря той великой победе вы многие вообще и родились. О чем вы говорите, о какой независимой Латвии, за которую вы боролись? Вы давали Гитлеру лично присягу, те, кто в ФНСС служил. Там нет ни одного слова о независимой Латвии. Это после развала Советского Союза придумали, что боролись за независимую Латвию. Пусть вам будет стыдно, кто это придумал. Может быть, тот отдельно, индивидуально боролся. Но все вы читали прессу того времени. И все вы знаете, что начертал Гитлер на своих несостоявшихся знаменах победы. Не будет ни свободной независимой Латвии, Эстонии, ни Литвы. Будет одна страна Остланд. Запомните те, кому что-то мерещится по-другому. Запомните, уважайте тех, кто сложил свои головы, кто потерял семьи, кто недолюбил, не дожил до первого поцелуя, защищая свое Отечество. Те армии, которые вы сегодня воспитываете, за деньги не способны этого сделать. Завидуйте советской армии, учитесь у нее. Это не простые слова. Почему военщина Соединенных Штатов Америки, все НАТО не может справиться ни в одной стране? Да потому что армия наемная, и неизвестно за кого и за что она борется, за чужие интересы. В ту войну все боролись за свое Отечество. Пусть это для вас всех будет священно. С Днем Победы! Гордитесь победой! Хорошего здоровья и долгих